Конкурс проходит при поддержке правительства Челябинской области и под патронатом губернатора. Благодарим партнеров проекта: сеть аптек «Классика», Челябинвестбанк, компанию «АИЗ» и мебельную фабрику «Юнусов ИК». Дамы и господа, я предлагаю вам устроиться поудобнее. Мы начинаем! Многовековая история земли татарской. Ты стремительно, как аргамак, несущий к победе доблестного батыра. Ты свободолюбива, как прекрасная царица Сююмбике, оставшаяся в веках символом справедливости и непокорности. Ты величественна, как благородные князья, созидавшие во имя процветания своего народа. Древняя земля татарская, ты богата своими сокровищами. Твои самоцветы — прекрасные девушки, хранительницы традиций и мудрости народа. Никто не может разгадать их тайну. Многогранные, словно камни в старинном хасите, они также прекрасны и также загадочны. Они и есть наше сокровище. Камила Колдыбаева, уроженка города Училы, будущая актриса. Во время проекта она не раз была в числе лидеров. Помогал характер, твердый, как скала, и жизнерадостный, словно солнце. Гузель Гайсина пришла на конкурс благодаря своей семье. Близкие уговорили ее принять участие. Замечательная вокалистка стала одной из ярких звездочек проекта. Гузель уверена, выход в финал – это уже победа. Лилия Саятгалеева, детский врач. Во время отборочных туров сразила жюри игрой на баяне, а во время конкурса не раз проявляла лучшие качества настоящей татарочки – скромность, искренность и доброту. Рената Гайдулина называет себя островной татарочкой. Она родилась и выросла на Сахалине. Многократная победительница вокальных конкурсов. После окончания вуза мечтает стать чиновником, чтобы приносить пользу людям. Юлия Абдулина – самая юная участница конкурса. Трудно поверить, но в детстве мечтала стать полицейским. А сейчас учится в юридическом колледже.
Элиза Хужина, будущий экономист. С детства пела в хоре, занималась в театральном кружке. Элиза любит готовить и рукодельничать. Уверена, умение создать домашний уют – одна из главных черт татарских женщин. Альбина Гайнулова, участница из Магнитогорска, признается, главное ее сокровище – это дети. Альбина – профессиональный музыкант и образец настоящей татарской мамы. Добрая, мудрая, рассудительная. Лилия Нуруддинова родилась в Кунашакском районе, работает в одной из международных туристических компаний и поэтому любит путешествовать, мечтает объехать весь мир. Считает, что каждая татарочка должна быть мудрой и гостеприимной. Залия Ахтямова на участие в конкурсе решилась благодаря супругу. Прекрасно говорит на родном языке. Традиции татарского народа – очень важная часть ее жизни. Нафиса Гореева. Вся ее жизнь связана с искусством. Она солистка миасского ансамбля «Уралым». А еще Нафиса пишет стихи. Участие в проекте «Татарочка» стало новой ступенью в ее творческом развитии. Равиля Хайрзаманова представляет Курганскую область. Будущий педагог всерьез увлекается спортом, настольным теннисом и волейболом. Любит фотографировать, сохраняя яркие моменты своей жизни. Ирина Зарипова родилась в Казахстане. Она танцует, лихо управляется с автомобилем и занимается стендовой стрельбой. Победитель олимпиад по экономике и бухгалтерскому учету. Настоящий образец современной татарочки. Сәлеметсіз, хөрмәтле дуслар! Приветствуйте! 12 самоцветов! 12 финалисток конкурса «Татарочка-2014». И сегодня лучшая из них будет увенчана короной победительницы. Алар сезнең алда күңелле һәм җитди, матур һәм акыллы. Алар төрле, әмма аларның бер милли тамыр, ата-бабалары телләре, татар халкының гырыф-гадәтләре, татар мәдәнияте берләштерә. Бүген иң лаеклы көз җиңеп чыксын! И пусть сегодня победит самое. Друзья, давайте аплодисментами проводим наших красавиц! Ну что ж, уважаемые друзья, все девушки представлены, но есть еще трое молодых людей, которые сейчас стоят на сцене, и очень желаю с вами познакомиться. Дорогие друзья, рад представить Руслан Мазитов, популярный челябинский шоумен, ведущий проекта «Татарочка-2014» на телеканале ОТВ. Экс-участник команды КВН-4 «Татарина», ведущий программы «Секреты татарской кухни» на телеканале ТНВ, известный казанский шоумен и наш друг Руслан Шарафутдинов. Бик зур рахмат, дуслар! Казаннан бик зур сәлам сезгә, дуслар! И, конечно же, безусловно, популярный телеведущий Челябинска, обаятельный и остроумный, самый лучший ведущий Челябинска по версии его самого, Павел Седов! Ребят, вы можете меня подкалывать бесконечно, конечно же, сколько угодно, но я вам скажу, что сейчас, стоя на этой сцене, я испытываю колоссальное волнение, дух единства и патриотизма, гордость за всех нас. Ведь мы, друзья, сегодня будем говорить о величии татарского народа. Мы будем восхвалять красоту и мудрость татарских девушек. Дорогие друзья, Павел прав. Для открытия финала конкурса «Татарочка-2014» мы приглашаем на сцену человека, который поддерживает, и мы надеемся, будет поддерживать Конгресс татар Челябинской области на протяжении многих лет. Приглашаем на эту сцену Бориса Александровича Дубровского. А я с удовольствием приглашаю на сцену почетного гостя нашего праздника, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Шавкатович Хариков. Ваши аплодисменты!
Дорогие друзья, приветствуйте председателя исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области Лену Рафиковну Колесникову. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я рад приветствовать гостей этого конкурса, зрителей. Конкурс «Татарочка» стал уже визитной карточкой нашего многонационального региона. Он, в принципе, очень плотно встроился в культурный календарь на Челябинской области. Мы уже его встречаем 4-й год подряд. В принципе, он очень хорошо иллюстрирует, насколько востребовано, своевременно, популярно может быть народное творчество, национальная культура. Я благодарю организаторов конкурса за этот праздник, который они нам подарили. Желаю всем хорошего настроения, эстетического удовольствия сегодняшнего вечера, здоровья, счастья, благополучия, любви. Спасибо. Благодарим вас, Борис Александрович. Мөхтәрәм милләттәшләр, кадерле дуслар, Татарстан Республикасы Президенты Дәүләт Советы һәм Хөкүмәт исеменнән Чиләбе шәһәренең бу гүзәл спорт сараенда җыелган барлык кунакларны кайнар сәламлыйм һәм чын күңелдән моторлык бәйрәме белән котлыйм. Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас от имени Президента Республики Татарстан и хочу поблагодарить вас за проведение столь масштабного мероприятия здесь, на Челябинской земле. И разрешите зачитать приветствие Президента Республики Татарстан. Дорогие друзья, сердечно приветствую прекрасных участниц и гостей столь яркого представительного конкурса, являющегося одним из заветных событий культурной жизни татар Челябинской области. Южный Урал исторически являлся одним из крупнейших очагов культуры татарского народа. И мы обязаны сохранить и приумножить то духовное богатство, которое было накоплено за многие века нашими предками. В значительной мере этому способствует и конкурс «Татархазы», который приобретает все большую популярность. Именно благодаря таким праздникам, демонстрирующим многоцветие национальных культур, мы становимся ближе друг к другу. От всей души желаю участникам конкурса в полной мере продемонстрировать свои таланты, а гостям насладиться красотой и задором этого прекрасного праздника. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Минниханов. Уважаемый Борис Александрович, разрешите исполнить еще одно поручение президента Татарстана. Дорогие друзья, это традиционный ритуал посвящения в татарские аксакалы. Поздравляем! Добрый вечер, дорогие друзья. Для нас сегодня действительно очень важный и волнительный день. Мы шли к этому дню почти полгода. И вот этот миг настал. Сегодня мы подводим итог национального конкурса красоты и таланта «Татарочка-2014». Я знаю, что волнуются почти все. Волнуются болельщики, волнуются организаторы, волнуются зрители. Но больше всего сейчас волнуются те наши участницы, которые стоят за этой сценой и ждут своего выхода. Давайте еще раз поприветствуем их нашими аплодисментами. Я уверена, что каждая из этих участниц достойна победы. Каждая из этих участниц на протяжении конкурса доказала свою искреннюю любовь, искреннее уважение к своей культуре, к своим традициям. А традиции – это сердце народа. История – это его разум. А культура – это душа. И пока бьется сердце, разум и душа живы. В добрый час, друзья. Мы начинаем. Бисмилляхи башлыйбыз, дуслар! Бик зур рахмәт. Спасибо за добрые слова, уважаемые гости. Девушки за кулисами чувствуют вашу поддержку. Поверьте, для них это очень и очень важно. Еще раз огромное спасибо нашим гостям. Ребят,
Ребят, я не знаю, как у вас в Татарстане, Руслан и Руслан, а у нас в Челябинске живут очень веселые люди, да, друзья? Каждый праздник для нас это нескончаемые танцы, веселье, песни. Возьмешь вот так вот гармошечку, Паш, подожди, какую гармошку? Ты кроме микрофона в своей жизни ни одного музыкального инструмента в руках не держал, понимаешь? Ребята, егетлер, без татарлар бик яратавыз гармонга бирге. Нас чак-чаком не корми, только дай под гармошку потанцевать. Да что там объяснять, друзья, это увидеть нужно. Встречайте нашего старинного друга, который на протяжении многих лет восхищает своими постановками. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и нестареющая, испытанная временем гармун. Каршалыгыз, дуслар!
Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Sizni kuchli alqishlar do'stlar. Bekzor rahmat. Весь год мы наблюдали, как 30 очаровательных девушек боролись за титул «Татарочка 2014». Наши девушки прошли огонь, воду и медные трубы. И это не фразеологизм. Это фактически полный перечень конкурсов, в которых мы проверяли наших участниц. Мы видели, как милые и хрупкие девушки, участвуя в конкурсе, проникаются культурой татарского народа, становясь мудрее и сильнее. Давайте же сейчас вместе перелистаем страницы дневника «Татарочка 2014». Друзья, внимание на экраны. Наш национальный проект «Татарочка» начинается. Начало очередного конкурса «Татарочка» на Южном Урале ждали с нетерпением. Сотни красивых и талантливых девушек в течение месяца готовились к тому, чтобы покорить строгие сердца жюри. Педагоги, врачи, студентки и даже военнослужащие. У них разные профессии и разные увлечения. Но их объединила любовь к народной культуре и верность традициям. Отборочные туры длились более 12 часов. По их итогам жюри назвало имена 30 полуфиналисток. А дальше девушек ждали самые интересные и яркие дни в их жизни. Почти полгода они принимали участие в сложнейших испытаниях, изучали родной язык и литературу, готовили блюда национальной кухни и впервые в истории проекта совершили сплав по реке и поднялись в горы. Сегодня мы приняли решение, что после этого конкурса никто не выбывает. За каждым их шагом следили видеокамеры. На телеканале ОТВ еженедельно выходил в эфир отчет о конкурсе. Весь мир мог радоваться и огорчаться вместе с ними благодаря интернет-сайту проекта. За участниц конкурса отдали свои голоса более 50 тысяч человек. Поэтому каждая из финалисток уже победительница. И главная награда, которую они получили, это возвращение к истокам своего народа, к его великому прошлому, культуре и традициям. Ребята, сегодняшнее начало конкурса не случайно мы посвятили великим княжеским татарским родам. Мы говорили о щедрых купцах, узнали много нового. Знаете, друзья, это очень приятно осознавать себя частью истории, быть потомком древних князей. Кстати, я бы очень хотел стать, например, татарским купцом или князем. Вот послушайте, как звучит. Князь Мазитов. Вау! Руслан, ну представь такую ситуацию. Например, клиент звонит в праздничное агентство и говорит: каких ведущих вы мне посоветуете? Им отвечает Руслан Шарафутдинов, Павел Седов и князь Мазитов. Да, такой ведущий, друзья, для элиты. Ты бы сам, знаешь, выбирал мероприятие, которое бы ты хотел вести. Сегодня, знаешь, в Нью-Йорке, завтра корпоратив в Париже, послезавтра конференция в Новосинеглазово. Отлично, мне кажется. Кстати, Руслан, а есть какое-нибудь место, которое ты хотел бы занять, где бы ты хотел побывать? Есть такое место. Первое место в чемпионате мира по футболу. Вот это место. Ну, в этом солидарна с тобой вся Россия. Кстати, ты любишь путешествовать? Вот куда бы ты уехал? Я бы хотел поехать в Париж. Это который город любви, не тот, который замечательный город-село, потому что в Париже я уже побывал. Да уж, увидеть Париж и умереть. Паш, да. ну не настолько все печально в Челябинской области на самом деле. Не об этом. Я пытаюсь как-то настроиться на волну приключений. Я на волну путешествий. Дело в том, что наши финалистки, они получили задание рассказать о своих самых ярких впечатлениях, об исторических и культурных памятниках татарского народа. Друзья мои, поддержите, пожалуйста, наших участниц. Челябинск-Казань просим пройти на посадку. Продолжается регистрация на рейс Челябинск-Москва.
Кулдыбаева Камила. Хочу пригласить вас посетить мемориальный комплекс Казанского Кремля. Но перед этим остановитесь у памятника поэта и героя Мусы Джалиля. Когда я смотрю на этого огромного человека, который силой своей воли и души разрывает стальные оковы, я чувствую его силу и мощь. Я понимаю, я тоже часть огромной нации. Я татарочка, дочь великого народа. Татарин рождается на коне. В польском городе Гданьск стоит памятник польско-татарским воинам-уланам, которые помогли одержать победу 600 лет назад в Грюнвальдской битве. Если вы будете в Польше, обязательно отдайте дань памяти ратному подвигу татарского воина. А восхищалась храбростью и военным искусством батыров Гузель Гайсина. Я, Лилия Сайдгалеева, приглашаю побывать у стен древнейшей башни Сюмбике, возведенной в честь последней казанской царицы. Я горжусь, что как татарочка являюсь наследницей великой правительницы. Говорят, Сюмбике благословно к тем, кто ищет удачи и любви. Для этого достаточно прикоснуться к древней стене башни, ведь Сюмбике исполняет все желания. А я, Залия Ахтямова, приглашаю всех посетить Белярское городище. 1000 лет назад Беляр был самым большим городом Волжской Булгарии, где зарождались ремесла, торговля, культура. Если вы хотите понять выражение «кануть в лету», отправляйтесь и постойте на древних руинах. Послушайте песню огромного ковыльного поля. Вы обязательно услышите голос наших предков. Если в вас живет искорка авантюризма, если вы мечтаете стать кладоискателем, покупайте билет в Казань и отправляйтесь к озеру Кабан. С этой национальной святыней связано множество легенд и историй. Главное – об исчезнувшей ханской казне. Кто знает, может, именно вы станете обладателем несметных сокровищ, которые хранятся на дне озера. Ваша Юлия Абдулина. Я Элиза Хужина. Советую вам обязательно побывать в Крыму и посетить единственную сохранившуюся в Европе многокупольную мечеть Хан Джами в Евпатории. Затем отправиться в Бахчисарай, который основал казанский хан Сахиб Гирей. Посмотрите большую и красивую мечеть Джума Джами, которая не уступает знаменитому храму Святой Софии в Константинополе. Поклонитесь памятнику Исмаилу Гаспринскому, татарскому просветителю, поэту, издателю первой тюркской газеты. Вы не пожалеете, что пропустили один день пляжного отдыха. В 2008 году в Казани по инициативе и на личные средства первого президента Минтимира Шаймиева появился скромный, но очень важный, трогающий сердца людей памятник благотворителю. Прообразом его послужил Азгат Галимзянов. Он всю свою жизнь помогает детям-сиротам и инвалидам. Вот он ведет лошадь и сажает по пути детей, словно выводит их на дорогу, дает каждому шанс. Я хочу, чтобы все мы помнили, для чего пришли в этот мир. Ата-бабаларыбыз аралансын нарди безнең өчен. Вас пригласила Альбина Гайнулова. А я, Лилия Нуруддинова, приглашаю вас в город, который в далекие времена называли татарским купеческим городом. Именно это придавало ему особенный колорит и самобытность. История города связана великими именами Габдуллы Тукая, Мажита Гафури, Чингиса Ахмарова. Здесь сохранились красивейшие особняки купцов Яушевых и лучший на Урале торговый дом «Пассаж», мечети, школы, мельницы. Вы, конечно, догадались? Добро пожаловать в Троицк Челябинской области! Если вы, повзрослев, в душе все же остались романтиками и хотите вернуться в мир детства, ваш путь – деревня Карлай Арского района Татарстана. Карлай – это родина великого поэта Габдуллы Тукая. Здесь были написаны наши самые любимые сказки. В березовой роще вас поджидает Шурале. На берегу озера тоскуют суанасы со своим золотым гребнем. И даже сам воздух наполнен вдохновением. По деревне гуляла Нафиса Гореева. Все мы любим историческую Казань и радуемся, когда после обновления здесь открываются мемориальные комплексы. Старо-татарская Слобода недавно приняла первых посетителей. В 17-18 веках Слобода была оазисом татарского искусства и центром художественных ремесел, а в 19 веке стала религиозным и общественным центром. Обязательно зайдите под своды самой старой мечети имени Марджани. Вы уедете просветленными, вам откроются секреты смысла бытия, как это случилось со мной, Ренатой Гайдуллиной. Многие из нас любят отдыхать в Турции, но немногие знают про Бигрудилик, село, где проживают только одни татары. Летом сюда приезжают из Дании, Германии, Нидерландов.
до 2000 выходцев из этого села. Если вы хотите встретиться Милета Шлярблен, отпраздновать в Турции Сабантуй, добро пожаловать в центр Анатолии, деревню Бегрудилик. А пригласила вас Равиля Хайрзаманова. Вам не нужно ехать далеко для того, чтобы видеть прекрасные дворцы и парки. Достаточно отправиться в соседнюю республику Башкортостан, в село Килимово Буздякского района. В XIX веке здесь стояла усадьба татарского мецената Тевкелева. Посетите Килимовский дворцово-парковый комплекс, насладитесь убранством дворцов, выполненных в духе классицизма с татарскими мотивами, полюбуйтесь красотами Верхнего и Нижнего парков. Там уже побывала я, Ирина Зарипова. Спасибо нашим конкурсанткам за новые впечатления, за потрясающую экскурсию по историческим и культурным памятникам татарского народа. Как говорил Марк Твен, путешествие – это не просто дорога к жизни, это и есть сама жизнь. Hörmətli dostlar, bizning motor qizlarga kuchli alqishlar. Ребята, оказывается, как много интересного в мире и в истории татарского народа. Я же захотел, знаете, с сегодняшнего фестиваля прям в аэропорт на самолет и путешествовать вперед. Паша, ты правильно сказал. Ну, я после финала сразу в Турцию. Банальненько достаточно, Руслан, банальненько в Турцию. Если серьезно, культура – неотъемлемая часть настоящей татарской девушки. Друзья, на самом деле, наш конкурс, как умелая рука опытного ювелира, отшлифовал лучшие качества участниц, помог огранить эти природные сокровища, и каждая грань девичьего таланта засияла невероятно ярко. Мы с вами и с нашими зрителями сейчас услышим настоящую эйфорию. Внимание! От татарина из Берлина. Дорогие друзья, встречайте уникального артиста. Это лауреат 18 международных конкурсов, обладатель премии Ника. Именно он написал музыку для фильма, продюсером которого является Люк Бессон. Итак, невероятно талантливый человек Айдар Гайнуллин. Аккомпанирует струнный оркестр «Престиж» под управлением главного режиссера, лауреата международных конкурсов Александра Матушкина. Встречайте! Hörmətli dostlar, kuchli alqishlar. Rahmat.
Айдар Гайнуллин. И струнный оркестр «Престиж» под управлением главного дирижера Александра Матушкина. Ваши аплодисменты, sizning kuchli alqishlar, do'stlar. Bek zo'r rahmat. Спасибо вам Браво! огромное. Это было великолепно. Ну что, друзья, мы продолжаем. Ребят, мне кажется, я знаю, кто победит. Я вот прям вот догадываюсь, я знаю. Паша, но слава богу, и как говорят татары, Аллаха шикр, это решаешь не ты, а наше уважаемое почетное жюри. Дорогие друзья, заместитель председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области, заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Шевченко. Солист Челябинской филармонии, заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин. Директор медиа-холдинга ОТВ Светлана Еремчук. Добрый вечер. Заместитель председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области, член Союза писателей Республики Татарстан, поэт-писатель Ирек Сабиров. Известный дизайнер одежды, популярный в Узбекистане, Германии Елена Мильбергер. Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. Ваши аплодисменты. Кстати, они вместе с дизайнером где-то наверху. Народный артист Республики Татарстан, доцент, заведующий кафедрой народного отделения Казанского университета культуры, художественный руководитель Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан Айрат Хаметов. Уважаемые судьи, дорогое наше жюри, мы желаем вам сегодня объективного и легкого судейства. Еще раз аплодисменты членам жюри, друзья! А между тем, как вы могли заметить, я в роли ведущего телевизионного проекта «Татарочка-2014» присутствовал на абсолютно каждом этапе конкурса. И в какой-то момент, друзья, я осознал. Знаете, это потрясающе. Это просто здорово, что есть такие конкурсы. Я как-то раньше просто не отдавал себе отчет, что я принадлежу великому народу, за плечами которого многовековая история. И в этот момент я испытал невероятную гордость. Друзья, я татарин. Дөрес айттың, Руслан, дөрес айттың. Бейік халықның тұқымы болу, бұл зор ғұрурлық. Ребята, у меня такое ощущение, что вы сейчас заговор какой-то против русских готовите. Я уже по карманам дань начал собирать, знаете, на всякий случай. Паша, не переживай, такого не будет, потому что русские и татары уже сотни лет живут вместе, в мире и согласии. И я верю, Аллах берса, дай Бог, у нас все будет хорошо. Сейчас наступила потрясающая пора, которая называется «Золотая осень». А ведь осень, согласитесь, чем-то похожа на татарскую девушку. Конечно же, Руслан, она также величественна, красива, солнечна и щедра. Посмотрим, смогут ли сейчас наши конкурсантки, наши очаровательные девушки передать это настроение, эти краски в своей конкурсной композиции. А помогает им своим поистине золотым, как сама осень, голосом, гордость Республики Татарстан. Заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка шоу «Голос» и просто красавица Эльмира Калимуллина! Şaşırlar Koyda vastay Tınlık yarıp Yol alalar Yiraklarga Bu balalar Rıfaklarga Алар киткән якка карап Йорт казылары канат кагып Омтылганда беләкләргә
Очмышатсин түзіп қара Иңнеріңді қанат барда Очмышатсин түзіп қара Иңнеріңді қанат барда Заслуженная артистка Республики Татарстан Эльвира Галимуллина. И, конечно же, аплодисменты нашим финалисткам. Знаете, друзья, пока мы стояли с вами сейчас за кулисами, я познакомился с такой красавицей, с настоящей принцессой. Вау, посмотрите, князь Мазитов познакомился с принцессой. Ну хорош уже, я серьезно. Я говорю о маленьких участницах детского конкурса красоты и таланта «Маленькая жемчужина». Так, давайте поприветствуем наших маленьких очаровательных участниц. Кстати, победительница конкурса пришла не одна, а со своими друзьями из детского хореографического ансамбля «Эхо». Ваши аплодисменты, друзья! Встречайте! Яратырга килде без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмый. Яналмаган йөрәк йөрәк түгел, яналмаган йөрәк йөрәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратулар булмый, җиңел генә, күңелләрне мең кат яралый. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратырга килде без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмый. Яналмаган йөрәк йөрәк түгел, яналмаган йөрәк йөрәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Көрмәле дуслар, сезнең көчле алкышлар! Безнең яшь йолдызларыбызга! Рәхмәт! Ой, какие молодцы! Друзья, ну погромче, маленькие принцессы, наши очаровательные маленькие жемчужинки! Друзья, я каждый год узнаю столько самобытных национальных обрядов и обычаев. Вместе с участницами, кстати, я побывал на настоящей татарской свадьбе и поучаствовал в интереснейшем обряде, который называется традиционная лепка пельменей для жениха, кстати.
А вспомни, мы наблюдали, когда на рассвете девушки с первыми лучами солнца замешивали хлеб для осенней страды и загадали свои заветные желания. Ребята, вы сейчас специально делаете так, чтобы я на этой сцене себя немножечко лишним почувствовал. Как-то вот... Не переживай, сейчас мы это повторим вместе с нашими друзьями, заслуженными артистами Республики Татарстан, Артуром Менгазовым и Маратом Галямовым. Мы переставим те страницы дневника, которые посвящены деревенскому конкурсу. Встречайте, дамы и господа! Это Издуслав! Круче! Артур Менгазов, Марат Галямов! Avval kişi tasmalardan hey yağılayatmanglar. İndi su elle indi tilsiz qolgan garmunlar birgalab. Hey tavlım qoydasın mın qoydası ey turam. Avlağıylı hem garmunlar yaşligimni sog'inam. Hey tavlım qoydasın mın qoydası ey turam. Avlağıylı hem garmunlar yaşligimni sog'inam. Avval kişi ko'nglim bugun ikshulay Iturunda talyani garmun man sog'inib zar yili. Ayda güzel birgalab do'stlar. Aytavlim qoydasimi man qoydasın ey turam. Avlağıyla ham garmunla yoshligimni sog'inam. Kişi yaş yürekler ko'nglim munga susag'an. Suyup ulup mingnar qaytsin ovulima yangadan. Ey tavlım qoydasın qoydasın ey turam. Ovlağıyla ham garmunla yaşligimni sog'inam. Ey tavlım qoydasın ey turam. Avlağıyla ham garmunla yaşligimni sog'inam. Avlağıyla ham garmunla yaşligimni sog'inam. Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Галимов, Артур Менгазов. Бик рахмат, дегендер. Рахмат. Спасибо. Знаете, я убедился, что в течение нашего конкурса участницы стали настоящими хозяйками. Интересно, каким обрядом наши финалистки удивят сегодня нас? Ребят, вот мы пока слушали песню, я нашел гусиное перо за кулисами. Как ты думаешь, чем оно пахнет? А пахнет оно гусятиной, жареной, с яблочками. Подожди, Руслан, значит, это будет гусиный праздник, что ли? Ребят, меня как вот минимального татарина, практически не татарина, всегда интересует вопрос, почему объектом обряда выбран именно гусь? Паша, стой и записывай. Это очень интересная традиция. Дело в том, что гусь – это не просто метафора. Это кормилец в татарских деревнях. Этот праздник наполнен различными интересными обрядами. Например, на гусином пуху загадать себе суженого или обвалять человека в пуху, и будет тебе богатство в наступающем году. То есть пух – это счастье и достаток. А вы мне перед выходом пожелали ни пуха, ни пера. Чего вы опять замышляете вообще? Да нет, понимаешь, Паш, просто русские и татарские традиции разные. И это так замечательно, что две богатые культуры объединились в нашем родном городе Челябинске. Челябинске? Как-то странно ты, Руслан, называешь Казань. Подожди, Руслан, давай не портить праздник, тем более, что это не наш праздник, а
гусиный. Вот так вот. Каршы алыгыз, Каз өмәсе. Kızlarım, kozlarını soңғы тапқыр иніште қиындырдығызма? Қос қаурилары білән кәржинні алығыз әлі? Тіләкләр тіләр вақыт жетті. Минем яраткан кешем акыллы һәм эшчән булсын. Әминеке, тапқыр сүзле, зирәк һәм эштән уңган булсын иде. Ә минем сөйгәнем шаян да булсын, батыр да булсын, мине дә өзелеп яратсын. Киләчәктә зур гаилә телим, минем хәләл җефетем балалар яратсын иде. Минем сөйгәнем саф күңелле, алтын куллы, ишенычлы булып калсын. Яраткан кешемнең рухи байлыгы көннән-көн артсын. Кадерле кешем сау-сәламәт булсын. Ә минем сөйгән ярым иманлы, шәфкатьле, игелекле булса иде. Мин яраткан кешемнең бәхетле булуын телим. Кадерле кешем миңа гомер буе гашык булып калсын. Кадерлемнең эшләре бәрәкәтле, уйлары изге, миңа терәк булсын иде. Ә мин сөйгәнемне әллә кайчан сайладым инде. Әнә, минем зөфәрем егетләр белән килә. Менә хәзер теләкләребез кабул булачак. Егетләр, карагыз әле, ничек кызлар тырышып эшләгәннәр. Тирә-якта күпме каурый уша. Ә хәзер әйдәгез бергәләп күңел ашабыз. İki rayon arasında jırlı şişme ağadı. Ник безнең район кызлары күршеләргә таяды. Күршегә китте сөйгәнем таңатып килгән мәлдә. Күрше район җирләренә булганнар мәллә. Шын әйтәмен дусларым. Сыкланып карап калсыннар уңган кыр батырлары. Сыкланып карап калсыннар уңган кыр батырлары.
Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Давайте еще раз поаплодируем всем нашим финалисткам, дорогие друзья. Биксур Рахмат Дуслар. Ух! Дорогие друзья, Руслан Шарфудинов, казанский наш друг. Знаешь, не знаю, как опять же у вас в Республике Татарстан, но у нас в Челябинске после конкурса обычно устраивать автопати с танцами, весельями, чтобы душа сначала, значит, так развернулась, потом опять развернулась. Так веселая вечеринка, пати. Послушай, Паш, у нас на самом деле все точно так же. Сейчас для тебя и для тех, чья душа требует пати, организаторы приготовили сюрприз. Хурматли дуслар, дамы и господа, внимание! Встречаем гостей сегодняшнего шоу. Бурановские бабушки. Party for everybody. Вы хотите пати? Нате! Громче, громче, друзья! Ваши бурные аплодисменты, бурановские бабушки! Мы с ними не прощаемся, еще обязательно сегодня увидим их на нашей сцене. Биксур Рахмат! Я, наверное, должен сказать thank you very much. Вот так вот. Дорогие друзья, внимание, ребят. У нас, у татар, есть известный девиз. Его провозгласил наш первый президент Республики Татарстан, Ментимир Шаймиев, и звучит он так. Без булдрабас! Мы можем.
И наши финалистки смогли и подняться в горы, и сплавиться по реке, кстати. Айдар Гайнуллин тоже многое смог. Именно с этим девизом он покорил Европу. Без Булдрабас. Встречайте, Айдар Гайнуллин. И дневник конкурса. Айдар Гайнуллин! Как Айдару идет тюбетейка. Рахмат, Айдар. Ребят, пока вы рядом со мной, хочу кое-чем похвастать. Правда. Не удивлен, что ты хочешь. Ну, на этот раз чем-то. гордость у меня вполне оправдана. Дело в том, что в ходе конкурса «Татарочка» я научился держаться в седле. Вообще, я считаю, что каждый татарский паренек должен уметь скакать верхом на коне. Ой, хорошо, что я русский. У меня есть лошади. Я на них приехал сегодня. 230 под капотом, белые такие мощные. Нравится мне. Паша, Руслан, для таких смелых и неудержимых парней, как мы, у меня есть шикарный номер, подготовленный государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан. Каршалов Зуслан! Встречайте, друзья! Hey! Argamadım yigitingni jitkir jilmas jirga Yolanda tug'il yo'lda gul ikov bo'ldik birga Mingan otim qanotim sen botir yigit ko'rki Sening bilan argamadim botir yigit il ko'rki Şahta da tuztek bir tağ itaginde
Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Бекзир Рахмет. Знаете, друзья, я вот честно хочу признаться, я в предвкушении следующего конкурсного этапа финала «Татарочка 2014». Руслан, а ты разве не знал, что выхода в купальниках не будет? Да ладно. Ну а если серьезно, друзья, мы все знаем, что стихия воды – это самая значимая составляющая татарской культуры. А составляющая образа татарской девушки – это скромность, добродетель, приятная улыбка на лице и шикарное вечернее платье, которое завершает образ современной татарской девушки. И мы с радостью ждем наших участниц на этой сцене. Финальный конкурс сегодняшнего вечера – «Вальс», который органично дополнит бархатный голос Альберта Жалилова. Внимание! Обладатель гран-при множества престижных международных и всероссийских вокальных конкурсов. Участник проекта «Живой звук» на канале «Россия-1» Альберт Жалилов. И лауреат и победитель международного конкурса по спортивным бальным танцам. И, конечно же, финалистки конкурса «Татарочка 2014». Друзья, встречайте! Кишле алкышлар, дуслар! The end is near, and so I face the final curtains. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I'd lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I'm saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I did up and spat it out. I faced it all, and I stood tall. I did it my way. I loved, I laughed, and I'm crying. I had my fill, my share of losing. But now, as tears subside, I find it all so amusing to think that I did all that, and may I say, not in the shy way, that more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the word he truly feels, and not the word of one who kneels to
it shows. I took the blows and did it my way. Гюзель Кальсина, Рената Гайдулина, Альбина Гайнулова, Лилия Саедгалиева, Камила Кулдыбаева, Нафиса Кариева, Юлия Абдулина, Ирина Зарипова, Элиза Хужина, Залия Ахтемова, Равиля Харзаманова, Лилия Нурудзинова. Альберт Жалилов! И, конечно же, наши самые красивые финалистки! Уважаемые девушки, мы вас провожаем за кулисы. Волнительные моменты начинаются, волнительные минуты. Девушки уходят не в тишине, уважаемые друзья, правда? Ведь мы с вами договаривались. Да, друзья, наши очаровательные финалистки, красавицы, они сегодня сделали все для того, чтобы завоевать корону победительницы, но, к сожалению, от них уже больше ничего не зависит. Знаешь, Паш, сейчас все зависит от людей, для которых начинается самое сложное время. Определение победительницы. Уважаемые члены жюри, для принятия важного решения прошу вас проследовать в комнату для подведения итогов. Давайте поаплодируем нашим членам жюри. Бигзур Рахмат, большое спасибо. Я уверен, что сейчас все будет справедливо, все будет четко, понятно. Буквально через несколько минут мы узнаем, кто же станет обладателем звания «Татарочка 2014». Ребят, вот я стою на сцене сейчас и думаю, мне на самом деле надоело быть ведущим. Каждый раз выходишь, учишь, читаешь новый текст. У меня есть мечта. Уеду покорять Европу. Вот, например, как Альберт Жалилов. Выучу 5 песен и буду популярным. Понимаешь, Руслан, чтобы быть популярным, нужно, чтобы голос был. Вот у Альберта золотой голос. А у тебя? У Альберта золотой голос. У Руслана, знаешь, вот такой вот где-то вот вольфрамовый, никель, иногда медность проскальзывает за кулисами. Ребят, но он пел, да. Не хотите, чтоб я пел? Представляй. Пожалуйста. Вновь на сцене золотой голос Европы. Альберт Жалилов! Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, меня так представили красиво. Спасибо. Здравствуйте, Челябинск! Готовы спеть вместе со мной? Потому что следующая песня, я думаю, она знакома каждому татарину, и я думаю, что и не татарину тоже, потому что это всемирно известная татарская народная песня, и я даже не буду ее объявлять, вы просто послушайте. Вот, например, «Соловья». Hayri tallara, ay bala balam, konem
Gelmez hayri dallara, senin hakka sürlerimle söyleyeyim sandıhaçlara, senin hakka sürlerimle söyleyeyim sandıhaçlara. Senin hakka sürlerimle söyleyeyim sandıhaçlara, senin hakka sürlerimle söyleyeyim sandıhaçlara. Побыстрее. Senin hakta sırlarımda söyleyeyim sandıhaçlara, senin hakta sırlarımda söyleyeyim sandıhaçlara. Ну а сейчас я рад пригласить на эту сцену вновь прекрасную певицу, удивительную девушку, красивую девушку, невероятно талантливую. И с ней бы я хотел исполнить прекрасный дуэт, который называется «Эхо любви». Встречайте Эльмира Калимуллина. Покроется небо пылинками звезд, и выкнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердце нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. мы память, Память, мы память, память, мы звездная память друг Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. мы память, Мы память, мы память, память, мы звездная память.
Альберт Жалинов. Эльмира Калимулина. Ну, мы продолжаем. Ребят, вот пока мы стояли за кулисами, у меня возник такой вопрос. Волнуются ли наши конкурсантки, наши финалистки? Не, конечно, волнуются, но я думаю, что вне зависимости от результатов конкурса у наших конкурсанток все впереди. Ведь можно всю жизнь не подозревать, какой творческий потенциал у тебя внутри. Ну, знаешь, Паш, я не сторонник такой теории, потому что Моцарт стал популярным уже в 17 лет. Не знаю, ребята, вот вы сейчас болтаете, а я, между прочим, за кулисами познакомился с прекрасными девушками. Эти девушки стали популярными в 53, некоторые из них стали популярными в 68. И я с удовольствием приглашаю этих девушек на сцену. Встречайте, бурановские девушки! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы всей своей фольклорной душой приветствуем ваш конкурс и особенно татарочек-красавиц. От души желаем им каждой отдельности победу. И для того, чтобы они победили, конечно, девушки, чтобы для настроения, для дальнейшей жизни всегда нужна любовь. Поэтому мы решили вот немножечко спеть по-татарски вам песенку. Я думаю, эта песня всем знакома. Подпевайте. Синин кара kaşları, sinin kara kuzları, sinin yağımlı sızları, yana sinin yüzlerin, min seni yaratam, yaratam, min seni beraber özüme karatam, montone yarachko, montone holayı, asfalam berito. Alma başın dışına utam, vurgan şeşemne sütem, seni kıtam, sabır etem, kirek meymiğe bütün. Min seni yaratam, min seni beraber özüme karatam, montone yarachko, montone hodnoyi, asfalam berito.
Бурановские бабушки! Бик зор рахмат sizga. Sizga da bizim rahmat. Tazalik sizga. Спасибо. Рахмат. Скоро мы узнаем имя победительницы конкурса «Татарочка 2014». Хөрмәтле дуслар, дорогие болельщики, давайте еще раз громко поаплодируем все друг другу. Кульминация нашего конкурса! Друзья, ну все волнуются, все ждут. Буквально вот прямо сейчас уже наступило время узнать, кто станет обладательницей титула, станет обладательницей короны сегодняшнего вечера. Я приглашаю, да мы все приглашаем на сцену финалиста конкурса «Татарочка 2014». Вот они, победительницы. Вместе с ними на пьедестал поднимается участница конкурса «Татарочка 2014». Совсем скоро мы ее увидим, друзья. Ну а пока не должно быть тихо в зале. 12 самых ярких, самых лучших финалистов конкурса «Татарочка 2014». Они прошли все: огонь, воду и медные трубы. Ура! Ваша поддержка, друзья, им, конечно же, очень нужна в этот волнительный момент. Несколько минут, и имя победительницы конкурса будет провозглашено. Друзья, здесь сегодня в арене «Трактор» на конкурсе «Татарочка 2014». Дорогие друзья, вместе с нашими красавицами поднимается на сцену еще одна красавица. Участница конкурса «Татарочка 2014», которой не хватило буквально нескольких баллов, чтобы принять участие в финале. Гюзель Муртазина, она с нами! Әйдәгеләре хөрмәтле дуслар, көчле алкышлар безнең иң матур кызларга. Рәхмәт! Гюзель, ваша самоотверженность и вера в свои силы достойны аплодисментов. И вся арена «Трактор» вам аплодирует, конечно же. Вам вручается диплом участницы конкурса «Татарочка 2014». Друзья, давайте поблагодарим нашу очаровательную Гюзель и также поаплодируем всем, кто находится на этой сцене, кто принимал участие в этом конкурсе. Уважаемые красавицы, мы вам дарим хасите от Конгресса татар Челябинской области, букет от компании «Лейка», корзину с фирменной продукцией от партнера конкурса компании «Здоровая ферма», а также именную дисконтную карту от генерального партнера конкурса сети аптек «Классика». И опять тишина. Ну что ж поделать. Где да? вы, дорогие друзья? Другое дело. Молодцы. Для вручения главного приза конкурса, а также для вручения короны победительницы, мы приглашаем на сцену почетного гостя нашего праздника, ведущего солиста Академической филармонии города Санкт-Петербург Альберта Жалилова. Я думаю, что вы мне поможете сегодня назвать имя той, которая стала самой красивой, самой талантливой, самой умной татарочкой Южного Урала 2014. Еще миг, и мы узнаем это имя. Дорогие друзья, для передачи короны на сцену приглашается победительница конкурса «Татарочка 2012» Зульфия Шахвалеева. Итак, победительницей конкурса «Татарочка 2014» стала Залия Ахтямова, город Миаст. Залия Ахтямова! Мы не слышим вас, болельщики! Ура! Татарочка 2014! Залия, без катливости знай! Ура!
Уважаемые друзья, корона на нашей победительнице, но это еще не все призы. Мы просим вынести приз от Республики Татарстан, а также мы просим вынести главный приз конкурса — ключи от автомобиля Део Матис. Ювелирное украшение от Республики Татарстан в качестве подарка. Поздравляем! Көчле алкышлар, дуслар! Ключи от нового автомобиля Део Матис! Конечно же, множество подарков, цветов, ну и по традиции. Хөрмәтле дуслар, туганнар, мин барыгызга да бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Хөрмәтле Лена Рафиковна, сезгә бик зур рәхмәт. Сез татар халкы өчен шундый зур эш эшлисез. Шундый олы бәйрәм оештырганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт минем туганнарыма, сөйгән ярыма, әниемә. Татар кызы 2004 исемен йөртү минем өчен зур горурлык. Рәхмәт сезгә. Наша скромная, очаровательная победительница, друзья. Еще раз поздравляем нашу победительницу. Ну, хочется сказать, что да, свершилось. И конкурс «Татарочка-2014» стал уже историей. Историей яркой, незабываемой, интересной, интригующей и, конечно, со счастливым концом. И главную роль в этой истории сыграли наши участницы. Они сегодня все одержали свою грандиозную победу. И, конечно же, мне хочется сказать огромные слова благодарности всем тем людям, благодаря которым этот конкурс состоялся. И состоялся сегодняшний праздник. Прежде всего, это Борис Александрович Дубровский. Это правительство Челябинской области, правительство Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар. Именно благодаря их поддержке, их вниманию и непосредственному участию конкурс сегодня приобретает такие масштабы. Конечно же, я от всей души благодарю всех наших друзей, спонсоров, партнеров проекта, потому что уже на протяжении 4 лет они поддерживают нас, верят в нас и любят нас. Этот праздник не стал бы таким ярким, не будь на нем сегодня таких замечательных артистов. Каждому стоящему на этой сцене мне хочется сказать отдельные слова благодарности. Но особенно я хочу поблагодарить ставшими уже нашими друзьями участников нашего любимого коллектива. Это государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Уже 4 года они с нами, мы их любим и ценим. Отдельные слова благодарности режиссеру сегодняшнего праздника, нашему дорогому режиссеру из Республики Татарстан Марине Костиной. Давайте ей все сегодня поаплодируем. Конечно же, я хочу поблагодарить своих коллег. Это огромный коллектив, это настоящая дружная команда, объединенная одной идеей любви и уважения к своей нации, к своему народу, к своей культуре, к своим традициям. Это ежедневный труд многих и многих людей. И вам, друзья мои, сегодня отдельное спасибо. Конечно, самые яркие и самые незабываемые страницы вписали в эту историю вы, дорогие наши зрители, и вы, дорогие наши болельщики. Конкурс живет благодаря вам, благодаря вашему вниманию и вашей поддержке. И вы являетесь доказательством того, что сегодня в мире
правит красота, добро и любовь. И еще раз я хочу поблагодарить всех участниц, всех девочек, стоящих сегодня на этой сцене. Они у нас молодцы. Они все эти полгода очень-очень много трудились. Они прошли через многие и многие испытания. И вот финал грандиозный. И я думаю, что в жизни каждой из этих участниц этот конкурс оставит неизгладимый след. Они стали другими, они это подтвердят. И спасибо вам, девочки, за то, что вы так искренне, так преданно любите свой народ. Несите эту любовь в душе долго, долго и долго. Ну а сейчас я хочу сказать слова прощания, и в то же время я говорю, что прощаемся мы ненадолго. Мы ждем вас ровно через год на этой сцене, уже на 5-м юбилейном конкурсе красоты «Татарочка 2015». Рахмет сізге, дуслар. Хуш сау болыңыз. Сізге бек зор рахмет, Лена Рафиковна. И мы вас лично поздравляем с 4-м финалом конкурса «Татар Коза». По традиции мы все вместе споем песню, которая объединяет всех нас. Участниц этого праздника, зрителей, гостей. Песня о любви к родному краю. Туган як, родной край, мы любим тебя! Безнең татарларның иң яраткан җыр. Туган як, бергә җырлыйбыз, дуслар! Туган якка юл тотамын, туган як, иң güzel газиз якка, туган як, жир җиләкләре пешкән чак, туган як, ашыгам каенлыкка, туган як, чәчәкләренең ниндие юк, туган як, хуш исле аллы гөлле, туган як, бу якларга бер кайда да, туган як, һич тиңнәр булмас төсле, туган як, талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә, каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәнә. Каенлыкта сайрый кышлар, бер туктамый өздереп, озакламам кайтырмын, мине кайтырмын, тырып булмас көттереп, талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә, каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәнә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәнә. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз генә, каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәнә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәнә. Сезнең көчле алкышлар, дуслар! Уважаемые друзья, слушайте, здорово поем! А давайте еще одну песню. Песню, которая является своеобразным гимном татарского народа. Әйдәгез әле, дуслар, бергәләшеп, и туган тел! И туган тел, и матур тел, әткәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган
Поздравляем вас, дорогие друзья! Ну и сейчас мы хотели бы пригласить всех болельщиков, всех родственников, всех фанатов наших участниц, потому что есть возможность поздравить, обнять, поцеловать не только победительницу, но и наших финалисток, конечно же. Но перед этим мы просим вас поаплодировать еще раз всем, кто стоит на сцене за этот грандиозный праздник. Ура! Бикзур Ахмед, мы провожаем вас под бурные аплодисменты зрителей. Друзья, Спасибо конечно же, огромное. аплодисменты гремят. И помните, как сказала Лена Рафикова, в 2015 году будет новый конкурс. И мы выберем еще одну замечательную, красивую татарочку. Татарочку 2015. Ура! Спасибо огромное, до новых встреч! Бикзур